Не на шутку разбушевавшаяся река Салгир в считанные часы превратила дороги в бурлящие потоки. Чтобы попасть домой, Виктории Николаевой приходится преодолевать сильное течение. За считанные минуты женщина лишилась всего, что было нажито непосильным трудом. В доме, где вода поднялась на полметра, спасти бытовую технику, мебель и другие ценные вещи не удалось. Воды выше колена, чтобы не добраться в дом. Дом течение такое очень опасно. Идешь и очень тут, ну сами видите, очень страшно, очень страшно. Во дворе двор весь затоплен. Диваны затоплены, все эти комнаты затоплены. Там холодильник, все затоплено, котел, машинки, затопило все. Все очень страшно, такого никогда не было. Сколько лет здесь живут люди, сколько лет. Это первый раз такое. С чем это связано? Вот с чем это связано? Может, кто-то ответит на этот вопрос? Только в поселке Гвардейское и в селе Софиевка Симферопольского района было затоплено более 400 домовладений. По словам местных жителей, вода из реки в течение нескольких часов разлилась по приусадебным участкам, сараям с домашними животными и проникла в дома. Высаженные на грядках и в теплицах культуры полностью смыло водой. Люди вынуждены были эвакуироваться. У нас здесь Салгир протекает, вот буквально 200 метров. Мы думали отсюда, тут еще метр оставался, до уровня земли, до поверхности. А как оказалось, водичка пошла с другой стороны, зашла с огородов, и там сейчас, если бы вы сейчас увидели, вы сами удивились, там просто сплошное море. Глубина сантиметров 70, все поплыло у людей. У меня и улья поплыли, и теплица, и куры потопились. В доме сантиметров 15 все плавает, мебель плавает. Детей вывез в укромное к родственникам. Сейчас всю бытовую технику вывозим, чтобы не отсырело, чтобы потом не было проблем. Что смогли спасти, подняли на какие-то возвышенности. На камни, на ракушку подняли. Обещают, вроде как вода будет уходить. А сегодня, заметили, вода уходит? Только прибывает. Смотрим больше. У нас хозяйство. Куры, корова, теленочки, собачки. В общем, все, думаем, как быть. Воют, кричат, куда их. Уже растерялись просто. А потом смотрим, уже в дом пошла. Уже мы не до хозяйства этого, мы в дом. Давай хватать документы. Все больше. Вода прибывает. Мы думали, что будет. Нет. Дети маленькие, 3, 4-месячные, 3, 2,5, 3. В общем, и 5 лет. Одели быстренько, мы все в воде, мокрые. Вот я в каком состоянии. Приехали, пришли сюда, они нас приютили, спасибо. Дом в воде. Вода полностью, холодильник, машина. В общем, все. Обои, ламинат. В общем, мы остались без нее. Вещи, все мокрое. Все. Такая ситуация у нас. А как дальше быть? 3 детей маленьких. Как быть? Куда идти? Кому обращаться? Какую помощь? Что делать? Сын второй там по плодоводию, у него тоже все затопило. Куда бежать? Сейчас владельцам подтопленных домов оказывают помощь небезразличные их горю люди. Смотрим, у людей ворота открыты, во дворе до колен вода. Там смотрим, дети грудные, маленькие во дворе. Мы остановились, сказали, если что, давайте к нам. У них в доме до пояса вода. Все там затопило. Мы в 12 часов начали их сюда, людей, к себе везти, поехали с мужем. Всех начали брать и сюда в дом к нам. Вот такое было всю ночь. И до сих пор эта вода идет. Теперь мы боимся, чтобы у нас не затопило. У нас уже соседи, в огороде до колена вода у всех во дворах. Здесь живет больная, старенькая женщина, 86 лет ей. И дочка 56 лет, инвалид. Пришла им помочь, галошек пришла, надо сапоги тут уже одевать. Они целый день черпают из дома воду, говорят, не могут выйти. Вторые сутки люди своими силами борются со стихией, выкачивают воду, пытаясь спасти имущество. Вода прибывает, даже не останавливается. Полный гараж, в доме, везде вода. Будем ночевать на улице. А что делать? Сами видите, обстановку.
Все залито, все невозможно даже, ну, в дом заходим, а что толку? Мокрые ноги, и заходим, и мокрыми ногами выходим. Что там можно спасти? Все же на полу стоит, и шкафы, и мебель, все. Что там спасешь? Только на свалку и все. Сейчас владельцы подтопленных домов нуждаются в помощи. Они подсчитывают нанесенные убытки и надеются, что местные власти обратят внимание на их ситуацию и окажут помощь. Нам помощь нет. Звонили мои соседи в МЧС. Они говорят, что это как стихийное бедствие, все. Но готовьтесь, они предупреждали, что готовьтесь, будут еще сбросы. Если нужно, вывезем на лодках, вот сказали. А все, представьте, вот дома, что у нас творится дома. Критической ситуация оказалась и в селе Укромное, где большое количество домов осталось под водой. Здесь полностью затопило местную мечеть, в которой недавно проводились ремонтные работы. По словам местных властей, уровень воды в Симферопольском водохранилище вырос до критической отметки. Именно поэтому было принято решение увеличить сброс воды из водохранилища в реку Салгир. В результате многие населенные пункты, расположенные вдоль русла реки, оказались под водой. Были очень обильные осадки, причем не здесь, а в горах Крыма, которые привели к переполнению Симферопольского водохранилища. И дабы избежать, скажем, более серьезной катастрофы, необходимо было сбрасывать определенный объем воды. Поэтому здесь это чрезвычайная ситуация. Надеемся, что сейчас стабилизируется, уровень упадет критически. Утром, конечно, было сложновато, потому что был большой приток. Было большое подтопление. Пострадали, слава богу, не все села. Маленькое у нас не пострадало село, Новый Сад не пострадал. Красная Зорька пострадала только 2 улицы. Это вот у нас Салгирная и Трунова. А основной удар пришелся по Софиевке и по Гвардейскому.